الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Милостью Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем изучение Его имен, Его качеств. На прошлом уроке мы с вами прошли имя Аллаха Аль-Басир. Аль-Басир, которое означает... Аль-Басир у нас что означает? Все. Аль-Басир, всевидящий. Басара, то есть видел, видит. То есть Аллах, имя Аль-Басир указано на то, что у Аллаха есть качество зрения, видения, и оно совершенно. То есть нет ничего в этом мире, чего бы Аллах Субхану ва Тааля не видел, или что бы укрылось от Его взора. Что бы ни происходило днем или ночью, далеко или близко, великое или малое, Аллах это все видит, и ничто от Него не укрывается. Сегодня же мы с вами перейдем к следующему имени. Это имя Аллаха Аль-Алим. Аль-Алим также в Коране приходит в форме Аль-Алим и Аль-Аллам. Аль-Алим, Аль-Алим и Аль-Аллам – это три имени. Они образуются от глагола алима. Я'ляму ильман. Алима я'ляму. То есть, если кто изучал арабский язык, мы знаем, что большинство арабских имен, существительных, они образуются от глагола. И в большинстве случаев это от трехбуквенного. Это имя образуется от глагола алима. Знал. Я'ляму знает. Ильман знанием. Ва хуа алим. И он знающий. Человек, у которого есть качество знания, айлим, он является знающим, алим. И имя Аль-Алим переводится как знающий. И оно у нас также приходит в форме превосходства, гипербола. Мы с этой формой уже часто с вами сталкивались, так же как имя Басир, и это тоже Алим. Форма превосходства, или же гипербола, это означает знает все. Не просто алим. Есть разница. Алим, да, знающий, но это знание его несовершенно. А алим – это уже форма превосходства, и это означает, то есть совершенное знание, у которого нету никакого недостатка, и нет ничего, чего Аллах Субхану ва Тааля не знал. Это имя в форме Аль-Алим в Коране приходит в 157 аятах. Аль-Алим в Коране приходит в 157 аятах. Это огромное количество. Потому что книга Аллаха Субхану ва Тааля, мы знаем, что Коран, он красноречив. Малыми словами объемлет глубокий и большой смысл. И каждое слово в нем на своем месте
именно там, где оно должно быть, и в нем нет ни одного лишнего избыточного слова. И если это имя в Коране приходит 157 раз, это, несомненно, указывает на важность этого имени. Как мы говорили про имя Аллах, оно больше всех приходит в Коране. И имя Аль-Алим также, как мы можем заметить, 157 раз. Некоторые примеры этих аятов в суре Аль-Бакара: «Калу субханака ла ильма лана илля ма алламтана, иннака анталь алимуль хаким». Ангелы сказали: «О пречист, Ты пречист, о Аллах, нет, мы не знаем ничего, кроме того, чему Ты нас научил. Воистину, Ты знающий, Аль-Алим и Аль-Хаким, мудрый». «Валлаху алимум бидати ас-судур», и Аллах знает о том, что в сердцах. «Ва анна Аллаха би кулли шейин алим», и воистину Аллах знает каждую вещь. «Бала инна Аллаха алимум бима кунтум та'малун». Нет, воистину Аллах знает то, что вы совершаете. И таких аятов у нас в такой форме много. 157 аятов. В форме Аль-Алим оно приходит в 13 аятах. Один пример приведем. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Затем вы вернетесь к тому, который знает сокрытое и явное, и будет вам поведано о том, что вы совершали. Будет вам поведано о том, что вы совершали. И также приходит в форме Аль-Аллам. Аль-Аллам приходит в 4 аятах. В суре Маида: «Калу ла ильма лана, иннака анта алламуль гуюб». И они сказали: нет у нас знания, воистину Ты алламуль гуюб, знающий сокровенное. Воистину Ты знающий сокровенное. И знание в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля ученые давали разные объяснения, и они все близки друг к другу. Как, например, Ибн Джарир ат-Табари, муфассир, великий ученый и толкователь Корана, говорит: то есть Ты, о наш Господь, знаешь все. Раббана аль-алим мин гайри та'алимин биджами'. То есть Он знает все, и Он не нуждается, чтобы его обучали. Он знает все, что было, и все, что будет. Он знает сокровенное, сокрытое касательно каждого Его творения. И Аллах, Он знает все, что скрывается в сердцах своих творений, будь то вера или неверие, это истина или ложь, это благое или плохое. Это все Аллах Субхану ва Тааля знает, то, что в сердце, то, что в груди каждого человека. Все его намерения, все его убеждения, оно не скрывается. Аллах об этом знает. И более, если много тут приводится у нас объяснений Аль-Алим. Если же мы все вместе соберем, то мы можем сказать, что когда Аллах говорит про себя Аль-Алим, знающий, это значит, что Аллах Субхану ва Тааля знает все сущее в общем и в частности, не забывая это, не путаясь в этих своих знаниях. И Он знает то, что было в прошлом, то, что происходит сейчас, то, что будет в будущем, и знает то, чего не было. А если бы оно было, то как бы оно было. И это и совершенное знание. Все, что сейчас происходит в этом мире, Аллах Субхану ва Тааля знает. Как в общем, так и в частности. Это мелочей. Каждый, даже листочек на дереве, он не шелохнется. Аллах Субхану ва Тааля знает об этом. Про каждого из нас, про всех здесь сидящих, Аллах Субхану ва Тааля знает, как мы себя, какое у нас намерение, о чем мы сейчас думаем, какие у нас проблемы есть, какие у нас нужды есть. Каждого человека Аллах Субхану ва Тааля знает. И Он всеведущий, всезнающий. И также Ибн Аль-Кайим в своих стихотворной
Ан-Наунийя называется, в своих стихах говорит такие слова: «Вахуа аль-алим ва ахата ильман биллади фил кауни мин сиррин ва мин и'ляни». И он знающий, и он объемлет своим знанием во Вселенной все скрытое или явное. «Ва бикулли шайин ильмуху субхана, фахуа аль-мухит ва лейса за нисьяни». И его знание объемлет все сущее, и он пречист от всякого недостатка, и его знания не забываются. Его знание, все вот это знание, все, что Аллах Субхану ва Тааля знает, он никогда этого не забывает. وَكَذَاكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَدًا وَمَا قَدْ كَانَ وَالْمَوْجُودُ فِي ذَا الْآنِ. И он знает, что будет завтра, и то, что происходит сейчас. وَكَذَاكَ أَمْرٌ وَكَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ ذَاكَ الْأَمْرِ ذَا إِمْكَانِ. И он говорит все, что также, он говорит, знает то, что не было. Если бы оно было, то как бы оно было. То есть Аллах, знание Его совершенно, и Он в Коране нам об этом поведал, Аль-Алим. И что же, каким итогом мы можем прийти, каким итогом приводит знание нас, знание этого имени? Во-первых, имя Аль-Алим утверждает то, что у Аллаха Субханаху ва Тааля есть качество знания, совершенное, знающий все. И об этом в Коране Аллах Субхану ва Тааля нам говорит: «Иннама илахукум Аллаху аллади ла илаха илляху васи'a кулля шай'ин ильма». Воистину ваш Господь, ваше божество Аллах. Тот, кому вы должны поклоняться, Аллах, и нет божества, кроме Него. Он объемлет каждую вещь своим знанием. Васи'a, глагол приходит, то есть объемлет каждую вещь. И ничто от Его знания не укрывается. «Васи'ата кулля шай'ин рахмата ва ильма». В другой суре говорит: «И ты объемлешь каждую вещь своей милостью и своим знанием». Об милости мы уже с вами говорили. В этом аяте и милость имеется в виду всеобщее для всех людей в этом мире. Каждому человеку, Аллах Субхану, каждому существу Он дает ризк, пропитание и возможность осуществления своих целей. Все, что в этом мире, Аллах Та'аля объемлет своей милостью. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. И воистину Аллах объемлет каждую вещь своим знанием. Но были такие люди, которые утверждали, что Аллах знает вещи в общем, но не знает их досконально, в частности. Да, такие вот философы были. Приводят, что Ибн Синна и подобные им философы, они говорили такие вещи, утверждали, что Аллах создал человека, сотворил человека, а потом уже какой он, какие у него деяния, какие у него намерения, что у него в сердце, что у него в душе, он уже не знает об этом. Такие вот они утверждения делали. И это все противоречит словам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которые мы с вами прочли. Второе. Какой вывод мы можем из этого сделать? Из-за совершенства своего знания, как мы сказали, Аллах знает то, что не было. И если бы оно было, как бы оно было. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Инна кулля шайин халакнаху бикадар». Воистину мы каждую вещь сотворили по предопределению. А что такое предопределение? Предопределение – это и есть совершенное знание. То есть предопределение, самая первая его составляющая, основная составляющая, это и есть знание Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах знал каждое свое творение, каким оно будет, какие оно будет деяния делать, какой путь оно выберет, это творение. И вот это свое знание Он написал, предписал, и это и есть является предопределением. То есть Аллах знал, как будет, и все это предопределил, это указывает на совершенное Его знание. А если же тот, кто отрицает предопределение, то тем самым он также отрицает знание Аллаха и его совершенное знание Всевышнего Аллаха. В другом аяте Аллах говорит: «Ла'амла'анна джаханнама минка ва мимман таби'ака минхум аджма'ин». Обращаясь к Иблису в суре Сад, в 85-м аяте Аллах говорит: «Я заполню ад тобой и теми, кто последует за тобой, всеми вместе». То есть это он про будущее Аллах Субхану ва Тааля говорит.
То, что сообщает о будущем, Аллах уже знает, как оно будет. И ад заполнится теми, Иблис и его последователями, теми, кто последует за ним. И это сообщение о будущем. То есть Аллах знает, что оно будет в будущем. И также другой аят на знание того, что Аллах знает, как было бы то, что не произойдет. Смысл только приведем. То есть в судный день грешники, неверующие, многобожники, они обратятся к Аллаху с мольбой. Какой? «О Аллах, верни нас в этот мир». Мы будем совершать праведные деяния, мы будем раздавать милостыню. И что на что это Аллах Субхану отвечает, Аллах Всевышний? Нет же, говорит, это лишь слова, которые они говорят. Если бы они даже вернулись, то они бы все равно, если бы мы вернули их в этот мир, в эту жизнь, то они бы вернулись к тем деяниям, которые были им запретны. Этого не произойдет никогда, потому что после смерти уже в этот мир не будет возвращения, второго шанса уже нету. Но Аллах говорит, если бы даже они вернулись, этого не будет, то они бы все равно вернулись к своим деяниям и то, что было для них запретно. То есть это указано на то, что Аллах знает, как было бы то, что не будет, то, чего не было. Это указывает на совершенство, совершенное знание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И как мы сказали, некоторые люди отрицают это качество. Они говорят, что Аллах знает то, что было, и то, что происходит сейчас, но не знает будущего. Это опять-таки произошло из-за того, что люди пытались понять Аллаха своим разумом, своим знанием, своим вот этим слабым, недостатками. Они пытались понять Аллаха Субхану ва Тааля. И это появилось уже во времена сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Возможно, мы с вами эту историю уже приводили, которая приводится в Сахих Муслиме. Два табиина, говорит, один из них, которого звали Яхья ибн Я'мур, он говорит, первым, кто заговорил о предопределении, Ма'бад аль-Джухани. Первый человек, который начал отрицать предопределение, его звали Ма'бад аль-Джухани. И у него появились последователи. И я, говорит, со своим другом Хумейд ибн Абдир-Рахман, мы с намерением, мы направились на хадж, или, говорится, на умру, то есть передатчик этого хадиса, он сомневается, или на умру, или на хадж, он сказал, направились, в общем, в Мекку, и надеялись, что мы встретим одного из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спросим у него об этих людях, которые отрицают предопределение, которые говорят, что все деяния, они происходят внезапно, без какого-либо предопределения. Они не предначертаны заранее, а так случайность, по воле случая. И он говорит, и по воле Всевышнего Аллаха, по его милости, мы встретили Абдуллаха ибн Умара. Абдуллах ибн Умар – это один из ученых-сподвижников, знающих сподвижников. Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб, сын Умар ибн аль-Хаттаба Абдуллах. И мы, говорит, подошли к нему и сказали, «О Аба Абдуррахман, о отец Абдуррахмана». То есть это кунья Абдуллы, «О Аба Абдуррахман». Среди нас, говорит, появились люди, которые читают Коран, которые получают знания, требуют знаний, углубляются в этом знании, и другие у них благие качества есть, но они говорят, что деяния есть случайность. Анналь амра унф, то есть деяния не предопределены, не предначертаны. Скажи же нам, что это, каково их положение? И тогда Абдуллах ибн Умар сказал такие слова. Скажите им, говорит, когда вернетесь, если встретите их, скажите, что Абдуллах ибн Умар, я далек от них, и они далеки от меня. Бари минхум, то есть я не отношусь к ним, и они не относятся ко мне. Что это означает? То, что они не на одной вере со мной. То, что это деяние, то, что они отрицают предопределение, а отрицая предопределение, они отрицают знание Аллаха о будущем, то тем самым они проявляют уже неверие. И они уже перестают относиться к религии ислам. И говорит, я клянусь Аллахом, если бы один из них сделал пожертвование, милостыню размером с гору Ухуд золотом, то оно не примется у него, пока он не уверует в предопределение. То есть тот человек, который отрицает предопределение и также отрицает знание Аллаха о будущем,
он что? Он становится неверующим, и он выходит из религии ислама, и не имеет никакое отношение. И это опять-таки появилось из-за чего? Вот эта вся фитна, из-за того, что люди начали свой разум ставить выше слов Всевышнего Аллаха и его пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Следующий вывод из этих аятов, в которых имя Аль-Алим приводится: творение не объемлет Аллаха субхану ва тааля своим знанием. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. И они не объемлят ничего из знания касательно Аллаха, кроме того, что Аллах сам им сообщит, кроме того, что Аллах пожелает. То есть мы своим разумом, своим умом, какой бы умный ни был человек, какой бы у него ни был IQ, да, он никогда не сможет познать Аллаха субхану ва тааля, потому что в Коране нам Аллах об этом сказал. Мы несовершенны, мы слабы, и мы никогда не объемлем Аллаха своим знанием. И поэтому, раз мы не можем понять Аллаха субхану ва тааля, нам лишь остается принимать то, что Он сам нам сообщил о себе. А если же человек будет пытаться другие пути искать, то он лишь заблудится и уйдет от истины. В другом аяте Аллах говорит: «Я'аляму ма байна айдихим ва ма хальфахум, ва ла юхитуна бихи ильма». Он знает то, что перед ними, и то, что за ними. То есть Аллах, Он знает, что Он объемлет нас своим знанием, ва ла юхитуна бихи ильма, но они же не объемлют его своим знанием. То есть мы никогда не постигнем Аллаха субхану ва тааля своим знанием. Это касательно знания об Аллахе. А если же в общем коснуться знаний, то мы, творение Аллаха, знаем лишь то, что Аллах пожелал, чтобы мы узнали. Касательно, будут эти вопросы религиозные, или же будут эти вопросы мирские. Как бы далеко наука не уходила, медицина, физика, химия, любые другие, астрономия, любые другие науки, это все знания, лишь малая толика, которую Аллах субхану ва тааля нам даровал. И некоторые люди восхваляются своим знанием, да, гордятся своим знанием. И даже вот этим знанием они порой бывают пытаются бороться против религии, бороться против Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, пытаются этим знанием доказать то, что Бога нету, то, что Аллаха субхану ва тааля нет. А это знание, они бы ничего из этого не получили, если бы Аллах этого не пожелал. То есть знанием, которое Аллах тааля их одарил, они этим знанием борются против Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И как эти люди будут отвечать в судный день, когда Аллах спросит о знании, как они пользовались этим знанием? Мы знаем, что в судный день каждый человек будет спрошен о своем знании, как мы этим пользовались. И для некоторых сподвижников, как, например, Абу Дарда, ради Аллаху анху, говорил, что это является самым для меня страшным вопросом. Говорит. Самый вопрос, который я больше всего боюсь, это вопрос, как я пользовался своим знанием. Ты знал, Аллах тебе даровал знание, и как ты его использовал? Использовал ты во благо, или ты вообще не совершал деяния согласно им? Много мы знаем, много мы слушаем, много мы читаем. Все бля без шалабит. Но тут дело не в знании, а дело в том, совершаешь ли ты деяния согласно своим знаниям. И как говорят, что знание приносит пользу лишь тогда, когда ты начинаешь совершать деяния согласно этим знаниям. Да. То есть, а если ты поступки не совершаешь этими знаниями, то какова польза от твоего знания? Значит, все знание, да, как ангелы сказали: «Субханака ла ильма лана илля ма аллямтана». О Аллах, ты пречист, и нет у нас знаний, кроме того, чему ты нас обучил. Если даже ангелы, они не знают, кроме того, что чему их Аллах обучил, то подавно мы не можем знать то, чего Аллах бы не пожелал. И наше знание, основываясь на этих, мы можем одну пользу вывести. Если мы знаем лишь то, что Аллах нам пожелал и знания даровать, то мы, значит, если хотим получать знания, то в первую очередь мы должны обращаться к Аллаху с мольбой. Если мы встаем на путь знания, то мы должны у Него просить. Да, «Вакур рабби зидни ильма». И скажи: «О Аллах, прибавь мне знания». То
То есть нужно дуа просить. Хотим научиться читать Коран, заучивать Коран, научиться понимать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, понимать Коран, религиозные знания. Не только религиозные, а даже светское знание. В школе учатся, в институте учатся. Нужно просить у Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы Он облегчил. Потому что знание, оно все от Него. И к Нему надо в первую очередь обращаться и у Него просить. А потом уже совершать причины для достижения, для получения этого знания. И наше знание по сравнению со знанием Аллаха, субханаху ва тааля, оно ничтожно. Как в суре Аль-Исра Аллах говорит: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Они спрашивают тебя о душе. Да, многобожники пришли однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросили его о душе. Что такое душа? И вот этот вопрос, их не был, целью вопроса не было узнать о душе, а вопрос они задавали для того, чтобы унизить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и поставить его в трудное положение. Вообще эту наводку, как скажем, дали им иудеи. Многобожники разные методы предпринимали борьбы с призывом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это так уж отклонимся немножко. И одним из методов они обратились к иудеям. Знаю, то есть иудеям, ахлюль китаб, у которых есть писание, знание. Вот. И сказали, вот как нам с ним бороться, что нам с ним делать? Иудеи сказали, спросите у него о душе. Спросите у него о душе. И если он, получается, начнет объяснять душу как-то, то, получается, он лжец. Потому что у людей нет знания о душе. Вот и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришли, спросили о душе, Аллах, субхану тааля, послал аят: «Ваяс'алюнака ани рух», они спрашивают тебя о душе. Скажи, душа – это веление Господа. То есть у меня нет знания касательно души. Это повеление Аллаха, субхану тааля. И знание о душе только у Него. И нет у меня никакого знания о душе. Что такое душа, как она вообще, из чего она, да, что это такое, знание у Аллаха. А нам же не даровано. «Вама утитум миналь ильми илля калиля». И вы получили из знания лишь малую часть, говорит Аллах Тааля. Как бы далеко мы не уходили, не углублялись в знание, мы получили лишь мало, калилян, говорит Аллах Субхану Тааля в Коране. И также в кисса история Хидра и Муса, мы знаем из суры Кахф, да, приводится хадис, длинный хадис об их истории, как они вместе сели на лодку, и, значит, села птица, которая выпила воды из моря. И что тогда говорит Хидр? Он говорит: о, Муса, вот, говорит, наше знание, то, что мы с тобой знаем, Муса, пророк Моисей, и Хидр, которому Аллах Субхану ва Тааля даровал знание, не убавило у знания Аллаха Субхану ва Тааля ничего, как вот эта птица, говорит, убавила воды из моря. Сколько птица глотнет из моря воды, да, возьмет, сколько она из моря убавила, что? Конечно, ничего не убавила. И также наше знание, вот этот пророк, пророк Муса и знающий Аль-Хидр, они, их знание, вот это все глубокое, не убавляет в знание Аллаха Субхану ва Тааля. То есть наше знание, оно очень мало и никчемно. И также мы можем небольшое сравнение провести нашего знания и знания Аллаха Субханаху ва Тааля. Конечно же, Аллах, Он велик, и Ему величайшее, и нет Ему никого подобного. Но мы же для того, чтобы как-то хотя бы понять, насколько оно велико, мы можем провести небольшое сравнение, как с нашим знанием. И ни в коем случае мы не уподобляем себя Аллаху Субхану ва Тааля или Его нам, своим творением. Нет, мы лишь для того, чтобы понять Его величие, Его знания, приводим вот такое вот сравнение. Во-первых, у Аллаха Субхану ва Тааля Он знает все, и в Нем нет никаких недостатков. Мы очень мало знаем, как мы сказали. И Аллах Субхану ва Тааля, Он никогда не забывает и никогда не путается в своих знаниях. «Вама кана раббука насия», и не был твой Господь забывающим. А мы же все забываем, шалабит. Мы все забываем то, что
Даже вот на прошлом уроке неделю назад проходили имя Аль-Басир. То, что мы там проходили, сейчас в начале урока спросили, уже мало кто знает, забыл. Через 2 недели так там вообще уже еще больше забудем. Мы такие слабые, и поэтому мы всегда нуждаемся в повторении. Аллах, субхану тааля, Он никогда ничего не забывает. Каждый наш поступок, какой бы ни был велик, он мал, грешный поступок или же благой поступок, Аллах его никогда не забывает. Он все это помнит. И в судный день Аллах, субхану тааля, будет с нас держать ответ за каждый наш поступок. Возможно, мы его уже забыли, да, как в хадисе приводится, что есть деяния, к которым человек относится пренебрежительно. Он думает, что это малое деяние, малый грех, даже не обращает на него внимания. Но перед Аллахом он велик, этот грех. И Аллах, субхану ва тааля, его помнит, он никогда не забывает. Он уже знал изначально, что ты его совершишь, как мы сказали. И он его не забывает. И в судный день мы будем держать ответ перед ним. И он не путается в своих знаниях. И также, как мы уже сказали, он не путается в звуках. Если, когда мы имя Ас-Сами'а проходили, объясняли, что Аллах, сколько миллиардов человек на земле, сколько джиннов, сколько ангелов, сколько животных, птиц и других творений, каждый из них издает какой-то звук, каждый из них обращается с какой-то мольбой, что-то произносит, Аллах в этом всем не путается. А если же у нас 3 человека одновременно заговорит, мы уже не понимаем, кто о чем говорит. И Аллах, субхану тааля, не путается в этом. Он совершенен, и его знание, оно совершенно, он никогда в этом не путается. И Аллах, Он знал изначально все. И Он не нуждался в обучении. И будет ошибочно, и есть заблуждение слова некоторых людей, которые говорят, что Аллах начал знать лишь тогда, когда сотворил знание. Нет. Аллах, Он уже знал все. Это и является заблуждением, такие слова. И Аллах, субхану ва тааля, у нас знает сокровенные вещи. Мы же с вами не знаем ничего из сокровенного. И об этом Аллах, субхану ва тааля, в Коране нам говорит: «Инна Аллаха индаху ильму ссаати». У Аллаха есть, Аллах знает сокрытые вещи, сокровенные вещи. И приводит 5 примеров. «Ваюназзилю л-гайth», Он не спосылает осадки, дожди, то есть знание о дождях, об осадках, будет завтра дождь, не будет завтра дождь, снег, град, сколько его будет, когда он будет, в каком объеме. Это знает лишь один Аллах, субхану ва тааля. Кто-то, если утверждает обратное, то он уже проявляет неверие по отношению к Аллаху, по отношению к этому аяту. Что же касается прогноза погоды, то это лишь прогноз. Это не точное. Они лишь, ссылаясь на те признаки, которые Аллах Тааля посылает нам, могут примерно предположить, будет завтра дождь, не будет. А точное знание, оно лишь у одного Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И Он знает то, что в утробе матери. И никто, кроме Аллаха, не знает то, что находится в утробе матери. И тут не только пол ребенка, мужской и женский, да. Сейчас в наше время мы можем уже узнать через УЗИ. Нет, тут вообще шакиюн, как в хадисе у нас приходит, пишется ризк человека, когда он еще в утробе матери. Какое у него будет пропитание в этом мире? Пропитание — это все. От его еды, одежды, жилья, транспорта, также его детей, его знания. Это все есть ризк, и это все записывается. И Аллах знает это уже тогда, когда мы находимся в утробе матери. И никто этого не знает. Никто не знает. Человек, он в УЗИ посмотрит, он не может сказать, ребенок, каким он будет. Он будет верующим, он будет неверующим, он будет грешником или же будет праведником. Каким он себе будет. А Аллах, субхану ва тааля, все это знает. То есть Он знает то, что находится в утробах матери. И никто этого не знает, будущего. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. И никто не знает то, что он будет творить завтра. Будущего, то есть никто не знает. А если кто-то утверждает обратное, что какие-то предсказатели, гадалки, провидцы, они знают твое будущее, или звезды, да, гороскопы, то он проявил неверие в отношении этих аятов. И этот человек уже перестает быть мусульманином. Знание будущего только у Аллаха. Ни пророк,
ни ангел, никто, кроме Аллаха, не знает будущего. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. И не знает ни один человек, ни одна душа, на какой земле она умрет. То есть как, где, когда она умрет, никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха. Инна Аллаха алимун хабир. Воистину Аллах знающий и ведущий. И под конец один аят только хотелось бы прочесть. Аллах Субхану ва Тааля, еще раз указывая на глубину своего знания, в суре Аль-Ан'ам нам говорит: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. И у Аллаха есть знание сокровенного, ключи к сокровенному. И не знает никто этого, кроме Него. Он знает все, что творится на суше и на море. И ни один листок не упадет с дерева, о котором бы Аллах не знал. Смотрите, пример, какой Аллах Субхану ва Тааля приводит, да? Ни один листок не упадет с дерева, о котором бы Аллах не знал. Если даже одно дерево взять вообще, сколько там листьев на нем? Одно дерево. А представить, сколько деревьев во всем мире. Субханаллах. И каждый, какой бы листок ни упал, Аллах о нем знает. А что он знает? А все он об этом листке знает. Он знает, какой этот листок, лист какого это дерева, в каком он состоянии, он желт, какого он цвета, какой у него вес, сколько там, какая у него структура, сколько атомов, сколько молекул, сколько атомов. И все, там, поели его гусеницы или не съели, он цельный или нет. Это все Аллах Субхану ва Тааля знает. Каждый листок. Субханаллах. Это есть величайшее знание. И этот аят нас, естественно, предостерегает. И дальше Аллах Тааля говорит: и даже зернышко во мраке земли, то есть зерно, которое мы сажаем в землю, которое мы закопали, каждое зерно Аллах знает, что из него вырастет, сколько из него вырастет, вырастет ли оно вообще, или же оно сгниет там в земле, или же замерзнет, сколько оно даст урожая, сколько мы сеем каждый год. И каждое зерно Аллах знает о нем. Каждое сухое или же влажное, ратб, свежее, Аллах Субхану ва Тааля знает. И все это написано в ясной книге. То есть в предопределении Аллаха Субхану ва Тааля все это предписал. И каждое наше деяние, оно от Него не сокрыто. И мы должны всегда помнить это имя Аль-Алим. И как ученые говорят, что имя Аль-Алим, да, как муфассир также прошлого века Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, толкователь Корана, он говорит, ученые едины в том, что это имя является величайшим наставлением и величайшим предостережением. Имя Аль-Алим. Если человек это имя поймет, смысл, и будет его всегда помнить, то ему больше не нужно никакого наставления. Потому что он всегда знает, что Аллах знает. Где бы ты ни был, в мечети ты, в мечети, да, мы, альхамдулилля, все примерные такие, альхамдулилля. А какие мы дальше выйдем из мечети? Какие мы дома со своими женами, со своими детьми, со своими родственниками, близкими, как мы себя ведем, какой у нас нрав с ними. Это знает все Аллах Субхану ва Тааля. И если мы будем помнить, если даже другие не знают, другие не видят, Аллах сокрыл этот грех от других, но Аллах же его знает. И мы должны стесняться Аллаха Субхану ва Тааля. Мы должны бояться Его. Мы должны вот это Его знание всегда на себе чувствовать. И, говорит, они, ученые, приводили такой пример, говорит, и нет никого подобного Аллаху, если бы на одной земле, если бы мы сейчас сказали, что в этой местности, в этом городе есть правитель, который очень жесток, и он наказывает любого, который приступает в его границы. Любого преступника этот правитель сурово и жестоко наказывает.
И если этим жителям этого селения, они знают о нем, они знают, что он очень суров, и знают о нем не понаслышке, да, видели? И если им сказать, что ваш правитель знает каждый ваш шаг, каждый ваш поступок, каждое ваше слово, эти бы жители, как бы они себя вели? Они бы никогда не совершали преступлений. Они бы всегда жили под страхом, да, и чувствуя вот это знание правителя. И Аллах, субхану ва тааля, Он таков, Он знает каждый наш поступок, каждое наше слово, каждое наше деяние. Греховное. И также благие наши деяния. Они никогда не забываются. Аллах, Он знает маленькую даже вещицу, благое дело, может, ты его уже забыл, не придал этому даже значения, но это благое дело, Аллах, субхану ва тааля, Он знает, Он это помнит, и, возможно, оно станет причиной того, что ты войдешь в рай. Это маленькое деяние. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тахкиранна миналь ма'руфи шей'a», не пренебрегай из благого ничем. Не пренебрегай из благого ничем. Да. Даже другие хадисы, да, дай милостыню, валяу бишикки тамра идет, хотя бы половиной, чего? Хотя бы полфиника дай милостыню, говорит. То есть даже такими мелкими, полфиника, что это полфиника? Хотя бы полфиника вот дай милостыню. То есть не надо ничем пренебрегать из благого. Не надо думать, это какое-то мелкое деяние. Да, у нас в общественных делах можно, да, сколько пользоваться. Вот тоже большая сейчас, к сожалению, в мечети иногда бывает нужна помощь. Вот зовешь, общаешься, обращаешься к братьям. Будь то сейчас уже у нас зима, иншаллах, дай Аллах нам дожить. У нас опять-таки снег, опять надо убирать, опять надо чистить и другие. И бывает такое, что человек, брат, мусульманин, он будто не слышал, уходит с таким лицом. Да, возможно, у кого-то может быть срочные дела, да, это понятно. Но зачастую просто человек ищет мэнга солана тоторшейтканда. Вот, будто он этого не слышал. Это не ко мне. Вот. А что, мы никто не нуждаемся в награде, в эджере? Каждый из нас нуждается. Разве это не есть благое дело очистить дом Аллаха, субхану ва тааля, помочь здесь в благоустройстве дома Аллаха? Вот. То есть у нас множество возможностей совершения благих дел, и мы должны пользоваться ими и не пренебрегать ничем из этого. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вопросы? Суралар бармы? Айя. Тагдир. الله أكبر الله